Добрый вечер, в эфире программа «Хастагыланта». Мы работаем в прямом эфире. И сегодня мы поговорим о тех событиях, которые произошли на политической арене. Я имею в виду тот трагический инцидент со сбитым российским бомбардировщиком, который поставил отношения России и Турции вообще-то так с ног на голову. То, что еще вчера называлось такими партнерскими отношениями, сегодня уже характеризуется как серьезная конфронтация. И сегодня мы попытаемся какой-то дать анализ тому, как складываются обстоятельства вокруг Абхазии в связи вот с этим конфликтом. Ну, вообще, этот кризис широко обсуждается и в прессе, и на телевидении, и российском, и международном. И, кстати говоря, можно заметить, я не знаю, может, я ошибаюсь, тоже мы в процессе разговора можем выяснить, абхазский сегмент в соцсетях и так далее не очень активно, как-то даже не активно, а сдержанно оценивает какие-то в оценках и так далее, и так далее. И вот об этом мы тоже хотим в феномене поговорить. Ну, это обоснованная такая осторожность вообще-то, да. Для этого мы сегодня пригласили к нам в студию известного общественного деятеля, историка Станислава Засимовича Лакова. Добрый вечер. Добрый вечер, Станислав. Скажите, пожалуйста, вот как вы охарактеризуете те обстоятельства, которые сейчас возникли вокруг Абхазии в связи с конфликтом России и Турции? Ну, я прежде всего хочу сказать, что исторически так складывалось, что неоднократно мы находились вот в такой ситуации. Между молотом и наковальней. Ну, я имею в виду между двух больших государств. Россия – великая страна, Турция – большая региональная держава. И, конечно, очень много проблем, очень много вопросов, которые настораживают, прежде всего, то, что касается вопросов безопасности, например. И, конечно, нужно пытаться как-то решать вопрос деэскалации, желательно не военным путем. Вот это то, что касается прежде всего и нашей маленькой страны, и все чувствуют, что мы находимся в непосредственной близости. Это все же Черноморский регион, Кавказ. И нужно быть в этом плане очень осторожным, очень сдержанным. И я думаю, какой-то инстинкт такой, он подсказывает и нашему народу, вот, в частности, то, о чем говорил Ибрагим, вот то, что люди как-то не особо комментируют, не особо сдерживают. Сдержаны, да. Да, вот, сдержаны в этом плане. Это, конечно, все понятно, я думаю. Вот. Может быть, излишняя такая предосторожность, она не помешает, конечно. И лучше, наверное, иной раз промолчать в каких-то вопросах. И возникает еще очень много проблем, на которые у общества пока нет ответа. И я думаю, что полного ответа сегодня нет ни у кого. Не только в Абхазии. Полного ответа нет нигде. Ну, как вы вот вообще и я думаю, в глобальном плане тоже. Потому что то, что сегодня происходит, это может превратиться и вылиться из регионального в какое-то глобальное противостояние. Отчасти это уже глобальное противостояние. Президент Хаджиб один из первых, наверное, высказал сочувствие в связи с инцидентом в небе Сирии. И еще раз подчеркнул в своем официальном обращении к Путину о том, что мы поддерживаем всяческую поддержку Российской Федерации в борьбе с международным терроризмом и, собственно говоря, продемонстрировал тем самым приверженность наших союзнических отношений. И у нас подписан договор вообще о сотрудничестве и стратегическом партнерстве. Да, поэтому на нас тоже лежат какие-то обязательства, и в этом смысле по внешнему контуру безопасности, о котором много говорили, а какого сейчас, вот, какие вот риски, какие опасности, может, вот об этом есть смысл поговорить? Ну, во-первых, это очень важно, что было такое заявление, обращение. Я думаю, это мнение не только президента, это мнение практически всех жителей Абхазии, граждан Абхазии, и не только Абхазии. Мы знаем, что наши граждане живут и в других странах. Конечно, это вопиющий факт, то, что произошло. Я имею в виду вот так вот взять и расстрелять самолет, хотя практика говорит о том, что чуть ли не ежедневно происходит, как выясняется, это нарушение воздушного пространства сопредельных государств. Турция
сотнями делает эти нарушения, скажем, в греческом пространстве, в сирийском, воздушном. Ну и есть и масса других примеров. То есть здесь какой-то все же, мне кажется, совершенно непросчитанный шаг был. И сегодня очень тяжело приходится выходить, в общем, из этого тупика. Все мы видели и знаем, были такие попытки. Потом уже Эрдоган, конечно, не извинился, и навряд ли он будет извиняться, как, в общем, главнокомандующий турецкой армии, но все же попытка была какая-то навести какой-то контакт, были звонки, потом пытался он как-то встретиться в Париже, пересечься, но не получилось. Здесь позиция президента России была очень такой твердой и, в общем-то, последовательной позиции. Ну, сама вот эта история трагическая со сбитым бомбардировщиком российским, эта история, она имеет какое-то там объяснение с двух сторон. Многие ссылаются на то, что бомбардировщик как раз занимался тем, что бомбил вот те нефтяные потоки, которые шли в Турцию. Хотя Турция, в свою очередь, опровергает эту информацию. Но это совершенно очевидно, что одна из главных причин вообще этого всего и многих событий 20-го столетия, нынешнего столетия, это энергоносители, борьба за ресурсы, из-за транзита, естественно. И Путин говорил о том, что там в порядке буквально живой трубы все эти колонны, цистерны, показаны с высоты 5 или 6 тысяч метров, снимались. То есть сплошным потоком идет эта нефть. Куда? Конечно, она идет в Турцию. Но дело в том, что где-то с 2010 года у Эрдогана появились такие амбиции, имперские, султанские амбиции. Об этом многие говорят. И он, видимо, решает, что Сирия, Египет, Ирак и другие страны, которые когда-то были в составе Османской империи, считает задним двором своим, особенно Северную Сирию. И речь идет о том, что, в принципе, они хотели бы из Катара провести эту трубу энергоносителей, из Катара провести как раз на побережье Средиземноморское в Северной Сирии. То есть фактически аннексировать эту территорию, и напрямую качать эту нефть уже в Европу. Естественно, это представляет и угрозу не только энергетической безопасности Российской Федерации. И здесь дело в том, что и одни, и другие преследуют в то же время определенные цели. Россия поддерживает в данном случае сирийского президента легитимного Хафиза Асада, поддерживает тех, кто... Сына Хафиза, да. То есть Башара Асада, да, и поддерживает, естественно, тех, кто в коалиции вместе с ним выступает против террористов. Опасности все-таки, про те опасности, которые мы говорим. Естественно, мы все понимаем, что сейчас идет такая антитеррористическая операция. Россия, несмотря на то, что находится сама под санкциями, добровольно взвалила на себя обязанности, если так можно выразиться, чистильщика. Но какие опасности существуют для нас? Потому что Россия ведет на территории Сирии борьбу с терроризмом, который она опасается, что проникнет на территорию России. А какие опасности в этом смысле существуют? Насколько ИГИЛ может близко быть от нас? Насколько это реальная угроза? Это реально. Мы знаем, что, например, из Панкийского ущелья в Грузии, Аш-Шишани такой, он командир, был уничтожен недавно. Но это в Грузии. Сейчас буквально прошла недавно информация, что в Западной Грузии 4 человека были арестованы. И мы знаем, что есть некоторые деятели и небольшие группы на Северном Кавказе, которые были обнаружены, уничтожены в последнее время. Естественно, что здесь нужно проявлять очень большую бдительность и
принимать соответствующие меры. И Россия не раз говорила о том, что лучше она будет это делать на дальних подступах, чем уже на своей территории заниматься этой проблемой. А угроза, конечно, в этом очень большая. Но сегодня вот мы видим, что происходит, и подключаются к этому процессу, правда, совершенно, видимо, разными целями. Это и Франция, и Германия, и вроде Великобритания собирается принять участие. Но потому что увидели, что произошли сдвиги большие, что даже американцы заявили о том, что турки должны, в принципе, освободить границу между Сирией и Турцией, чтобы не было там никаких дыр, там порядка 100 километров, через которые все это идет, и поток оружия, и террористы, и так далее. И вот именно на этом клочке земли и столкнулись две большие силы. И, собственно говоря, это не такие большие расстояния от нас. Если там по карте смотреть, по прямой, это там 500, 600, тысячи километров. 400 даже, да. километров. То есть я имею в виду разные вот эти очаги напряженности. То есть это не такая уж абстрактная и угроза, которая, как вот мы раньше думали, где-то может быть и далеко от нас. А насколько вот актуализированы вопросы безопасности нашей границы, допустим, с Грузией, там, не знаю, морские. Слава богу, есть военные базы российские, которые на себя во многом взяли вот этот вопрос безопасности. Но у нас есть и соглашение об охране границ Российской Федерации. Я думаю, здесь будут приняты всякие соответствующие меры. Только вот чем закончится вот этот конфликт, я имею в виду между Россией и Турцией, сегодня очень сложно говорить, потому что военная составляющая, она сегодня доминирует. Она доминирует, и мы знаем, что Россия поставила С-400, которые фактически накрывают очень в радиусе большие расстояния стран Ближнего Востока. Вот, в Средиземном море корабли. Есть разные мнения, что Турция может что-то решить и с проливами Босфор и Дарданеллы, но я думаю, что это очень сложный вопрос и очень опасный для самой Турции. Пересматривать конвенцию Монтрео, это на самом деле очень опасно. 1934 года. 1936 года, да. Это на самом деле будет вызов такой уже непосредственно. Вы знаете, Станислав, конечно же, сейчас вот и указ президента Путина вышел о том, что экономические взаимоотношения тоже будут очень строго регламентированы теперь, хотя не все будет как бы запрещено, но очень многое будет, очень многие категории будут сокращены. Как вы считаете, как это отразится вообще вот на нас, на нашей стране? Этот вопрос, который беспокоит очень многих. Во-первых, и людей нашей диаспоры. У нас нельзя забывать, что большая диаспора проживает в Турции. Мы связаны экономически, торговыми делами. Я думаю, что ущерб может быть значительным для Абхазии. Наверное, здесь нужно предусмотреть какие-то вещи и заранее их упреждать, насколько это возможно. Но, с другой стороны, мне кажется, все-таки я несколько так и смотрю как-то на это дело оптимистичнее, может быть, если можно так выразиться. Дело заключается в том, что даже в те времена, когда была блокада Абхазии, все-таки мы имели возможности получать какие-то продукты и вообще каким-то образом налаживать экономические отношения с Турцией, хотя они не были официальными. Да, но здесь складывается совершенно иная ситуация сегодня. Где-то на протяжении как минимум 16 лет по восходящей линии развивались отношения между Россией и Турцией. Турция во многом зависит от России в энергетической сфере на 60% примерно. Товарооборот, они там огромные. Товарооборот огромный, фактически порядка где-то 100 миллиардов некоторые называют в отдельные годы. Так что потери, которые могут быть, это не только потери, скажем, у Российской Федерации, потери и у турецкой стороны, понимаете, могут быть. А то, что касается контактов, вы упомянули 90-е годы, и особенно послевоенный период, когда СНГ объявила блокаду Абхазии, мы хорошо помним, как турецкие корабли заходили и привозили продовольствие, и топливо, и очень многие вещи благодаря
Этому мы тоже как-то сумели, в общем, в экономическом плане сохраниться. Я имею в виду, это ельцинский период. Потом уже изменилось все где-то с 2000 года, с 99 года. Я имею в виду, в корне изменилась российская политика в отношении Абхазии с приходом Путина как раз-то. А в этот период, конечно, вы правы, Турция тогда сыграла, в общем-то, хотя у нее были свои экономические интересы и политические, видимо, но она сыграла положительную роль. Вообще вот в связи с тем, что мы говорим, я хотел бы напомнить еще и тот момент, многие сегодня об этом забывают, что вот Эрдоган очень своеобразный политик, и в принципе он смотрелся очень часто как довольно самостоятельный деятель, хотя Турция член НАТО и так далее, но он иной раз показывал такой свой норов, если можно так сказать, это был такой отчасти турецкий Путин, можно сказать. Ну вот, допустим, война, которая была в 2008 году с Осетией, Турция явно взаимодействовала, Эрдоган с Путиным, и не пускали через те же проливы некоторые американские корабли в 2008 году. Потом был еще такой момент, когда присоединились к санкциям Евросоюза экономическим, торговым, он не поддержал это, активно начал развивать еще больше торговлю с Россией. Когда стал вопрос Крыма, он повлиял на крымских татар, в том смысле, что вы должны довольствоваться той автономией, которая у вас есть. Но и вдруг сейчас, в последнее время, он, в общем-то, если так говорить, наломал дров, можно сказать. Он наломал дров, потому что нефть, труба, она, видимо, свела с ума очень многих политиков. Ну, вообще в контексте, да, вот сейчас хорошо вы вспомнили, что были экономические взаимоотношения между Турцией и Абхазией, и даже и турецкие корабли попадали часто вот в плен грузинским кораблям, но мы тут, конечно, надо это все в контексте в общем рассматривать. То это есть вопросы безопасности, они самые важные, это приоритет для нас. Есть вопрос, может, каких-то потерь экономических. С другой стороны, может быть, там есть и возможности такие импортозамещение тоже у нас появляется. То есть тут, конечно, очень многосторонняя проблема, но мне кажется, все-таки надо по приоритетам смотреть. А приоритет это все-таки военная безопасность такая и политическая. То есть однозначность должна быть, и она, насколько вижу, пока у нас присутствует, слава богу, и это и понятно, что представители власти ее демонстрируют, но и в народе это тоже достаточно с пониманием смотрят, мне так показалось. Ну, я думаю, что в военном отношении, конечно, сейчас ситуация в Абхазии, она гораздо крепче, чем это было, там, скажем, раньше, в 90-е годы. Но, наверное, главная опасность это все же экономическая. Вот. Сегодня неизвестно, мы не знаем, будут ли ходить эти корабли, допустим, из Турции сюда. Вот. Мы не знаем, какой режим будет на границе, допустим. Но вот очень много и продовольствия, и всего идет через Ингур, правильно? Это не секрет, но это далеко не грузинские товары, это тоже турецкие товары. Вот. Мы говорим о том, что вот туризм, мы сможем многие вещи решить, ну а как без продовольствия, без вопроса продовольственной безопасности мы можем решать вопрос туризма? Это вообще, это практически невозможно сделать. И вообще у нас фактически, хотя стоят, в общем, там пограничники, охраняют границу, но как таковая граница-то, она открыта в плане торговых отношений. Да, да. Ну, конечно, это никакое государство не может это выдержать, если даже 100 метров границы оставить открытой. То есть здесь тоже нужно будет наводить какой-то порядок. Потому что если будут такие дыры, появятся и другие. И могут и террористы проникнуть, и все что угодно может быть. То есть это момент и такие знаки для нашей мобилизации тоже внутренние имеют. Ну, потому что мы вот часто говорили о том, что вот абхазцы были каким-то пассионарным народом накануне войны, не говоря уже во время войны, после войны какой-то. А потом вдруг все это улетучилось, и вдруг какие-то меркантильные интересы заслонили все.
Я извиняюсь, усталость, да, народ стал больше заниматься товарно-денежными всякими отношениями. Ну, знаете, с другой стороны, на это, конечно, повлияло и то, что, в принципе, если говорить откровенно, наша безопасность обеспечена уже и не нашими силами. Ну, я бы не сказал, что не нашими силами. Почему? Все же это совместно. У нас все же есть Министерство обороны, немаловажный народ, который находится на этой территории, готов к защите, извините меня, и фактически у нас такая система, что очень быстро могут собраться люди и ну, конечно, тут фундаментальное значение имеет тот договор, который подписан с Россией все-таки. И, конечно же, он обеспечивает нашу безопасность. И в этом смысле мы имеем гарантии достаточно основательные. Вот. Но, с другой стороны, вот мы об этом говорили, опять можно будет, конечно, к этой теме тоже вернуться. Но есть опасности проникновения сюда или на Кавказ, что тоже... то же самое, что и в Абхазию проникновение. Да, вот есть такая опасность, она еще существует. Сама Россия, она делает все для того, чтобы вот такая локализация, она не произошла в России. То есть на территории Сирии борется, собственно говоря, с террористами, которые приехали из России. Вот. Но тут нужно нам, наверное, тоже, вот вы говорили об экономической части, тоже говорили вот мы о политической части. Конечно, наверное, какие-то меры и что-то нужно уже сейчас рассчитывать. Сейчас уже рассчитывать, каким образом быть дальше. Потому что вот я смотрю на то молчание, которое присутствует в обсуждении этой темы, оно говорит о том, что есть некоторая растерянность, такая, конечно. Да, ну не то чтобы растерянность, а такой, знаете, выжидательный момент, как поступить. Но теперь уже нужно анализировать ситуацию и в том же экономическом плане, решать, как нам быть в свете вот тех лето планировать тот же указов, которые были, и лето, и на будущее как-то, вещи, да, то мы как-то все время на сейчас думаем. Вот. И в связи с этим, конечно, нужно уже, вот я как раз про тему молчания тоже говорю, нужно уже как-то прогнозировать, как-то анализировать ситуацию и делать какие-то выводы для себя. Ну, вот конечно, вы бы сами какой вывод сейчас сделали? Ну, во-первых, это общество должно этим заниматься, и представители власти. Вообще нужно в корне изменить все. Я имею в виду изменить подход вот к этим вопросам. Потому что у нас нет никакого прогнозирования. Для того, чтобы упредить какие-то вещи. Во-первых, более активно, наверное, надо работать с российской стороной. Вот, там, наверное, решать нужно тоже какие-то вопросы. Мы понимаем, что сегодня в России есть там тоже свои сложности. Да. Но, понимаете, и у нас могут возникнуть очень серьезные вопросы. Мы уже говорили об этом. Я думаю, что, несмотря на то, что вот картина складывается как бы такая не совсем оптимистичная, очень многие вещи можно предупредить. Можно упредить эти вещи, я думаю. Но для этого нужна, во-первых, консолидация общества внутри страны. Вот. Теперь у нас появляется внешняя угроза, вот как это было всегда. И как не только у абхазцев, у других появляется внешняя угроза, тогда объединяется общество. Да. И я думаю, это главное. Посыл такой, конечно. Главный посыл объединить внутри страну. Есть у нас общие задачи, есть общие цели. И, наверное, мы не должны как-то в этом главном вопросе говорить, кто прав, кто виноват. Я думаю, что здесь в этом отношении все абхазцы едины. И те абхазцы, которые проживают, скажем, на территории Турции, вот, и сыграли тоже немалую роль, по большому счету, в становлении страны, и принимали участие во время войны многие, знаете, потом в каком-то экономическом строительстве. У нас тоже, кстати говоря, есть, мы хотим об этом поговорить. Экономическом, торговом строительстве сырали какую-то роль. Они тоже достаточно сдержанная реакция. Но очень многое будет зависеть, как там вообще будут развиваться события дальше. Видите, вот Эрдоган, он, конечно, вот как мы видим сейчас, несколько
не то что встревожен, нервничает довольно сильно. Понимаете? И один из, наверное, главных вопросов, который может преподнести ему серьезный такой подарок, в кавычки, это курдский вопрос. И он очень активно стал развиваться, я имею в виду последнее время. Это, во-первых, курды наиболее такая, можно сказать, боевая часть наряду с сирийской армией Асада. Иранская Хазбалла. Да. И потом сам Иран поддерживает отношения. Но если, допустим, сирийским курдам предоставит Асад автономию, то в корне изменится ситуация. Вот. С курдами очень серьезно работали в Советском Союзе. Сегодня вот таких контактов нет. Сегодня там 50 человек спецназа американского, как я знаю. Но они поддерживают сегодня Асада. И еще, наверное, можно было бы где-то сыграть роль. А курды, которые, скажем, в Ираке, со столицей в Эрбиле, у них с Турцией прекрасные отношения. Они торгуют нефтью и все такое. Фактически это государство. Они получили широкую автономию, американцы их поддерживают, службу безопасности создал Израиль, но они, там очень много проблем, у них нет единства внутри, между, скажем, сирийскими курдами и курдами иракскими. Мы помним, был такой деятель Аджалан, который сидит до сего дня, который не ладил с лидером курдских, иракских курдов Барзани, не ладил, там были проблемы, эти проблемы остались. И в основном-то там тоже курдская рабочая партия воюет на территории Сирии, на территории Турции. Сейчас я не буду говорить, какие были обмены, какие были ошибки, и каким образом Аджалан оказался там в турецкой тюрьме в 99 году. Вдруг он там оказался и в мае месяце 99 года заработал «Голубой поток». Вы знаете, газопровод Россия-Турция. Очень много было. Но главная проблема это курдская, потому что курдов порядка 50 миллионов. Порядка 20 миллионов живут как раз в юго-восточной Турции, где бесконечно вот идут боевые действия настоящие. Об этом просто не сообщается и не пишется. Александр, вообще возникновение вот современного абхазского государства, там и создание там Южной Осетии, и вот сейчас вы говорите о том, что возможно будет еще новое государственное образование, то есть это какая-то общая такая тенденция мировая. Это вот общее, в этом регионе, я имею в виду, да, в нашем большом таком, если регионе. Ну, в нашем регионе, да, еще вот Нагорный Карабах. Да, вот мы не знаем, как там сложится, понимаете. Вот все мы хорошо помним, это была концепция Давутоглы, бывшего министра иностранных дел, сейчас премьер-министр, который говорил 0 проблем с соседями. Да? А сейчас 0 проблем. Сегодня по периметру турецких границ у них у всех проблемы, со всеми проблемами. Здесь нельзя забывать, что в случае осложнения и Армения граничит с Турцией, там находится 102-я база российская, тоже очень много проблем может быть. То есть они оказываются в окружении. Очень важно то, что спикер иранского парламента, он сделал резкое заявление, осудил в связи с уничтожением самолета российского. Вот, Лариджани, он выступил, это очень влиятельный человек, приближенный президента Ирана, и это очень такой серьезный звонок. Потом нельзя забывать, что в этом районе, где действует российская авиация совместно вот с курдами и другими, как мы говорим, сирийская армия, действуют и иранские стражи исламской революции. И там тоже есть потери до 80 человек. И, кстати говоря, недавно погиб иранский генерал. Это, в общем-то, очень серьезно, не так просто. Но я думаю, что вот в вопросе предоставления автономии курдам в Сирии, может быть, здесь упорство Асада вызвано, может быть, еще и тем, что Иран это не приветствует. Потому что в Иране тоже немало проживает курдов. Это фактически... Курдский вопрос может сыграть как принцип домино. В Ираке, вы посмотрите, в Ираке, в Сирии,
в Иране, в Турции, и везде нестабильность. И новый виток нестабильности. И везде нестабильность. Вот что происходит. Но у Турции есть тоже свои фобии. Турция очень опасается, что могут быть задействованы некие планы. Ну, они считают это масонские планы или англосаксонские планы. Это было очень, особенно в моде в 99-м году, в 2000-х годах. Вот, например, Грэхэм Фуллер, такой есть специалист, один из руководителей ЦРУ США, он опубликовал свои известные работы, и в среде государств, которых он считает, что они не жизнеспособны, как единые страны, государства, он называет Турцию. Вот после этого все они распались, Индонезия там и так далее, ну там Восточный Тимор, все, кого он перечисляет. И то же самое он говорит о Турции. Вот он имеет в виду, что он имеет прежде всего, конечно, и курдский вопрос. Вот. То, что касается проливов, например, было тоже недовольство в свое время и англосаксов тем, что вот их не пропустили через эти проливы и так далее. И есть даже был такой план раздела Турции на две Турции, на европейскую и азиатскую. Европейская Турция под контролем англо-американцев, да, англо-американцев, и проливы Босфор и Дарданеллы, они берут, там, скажем, европейскую часть, отсекают. Был проект, например, вырыть новый канал, новый пролив, фактически канал параллельный, чтобы конвенция Монтрё не действовала, понимаете? То есть там много планов. И у Турции очень много фобий. Турция в окружении находится, представляете? И потом внутри нестабильность, очень большая нестабильность. А сейчас с убийством вот курдского адвоката, известного очень деятеля, который критиковал Эрдогана, там вообще сложилась очень сложная обстановка. Так что вот опасность еще в том, что когда вот находишься, когда они находятся в таком окружении, они тоже могут наломать каких-то дров, понимаете? Я думаю, что все же, через какое-то время там будут найдены точки соприкосновения. Дипломатические, политические. Да, политическим путем, мне кажется. Так вот. Или иначе, конечно. Так это, или наверное, иначе произойдет. будет. И мне кажется, что вот эта военная составляющая, она потихоньку будет уходить. Вот как только решится вопрос вот в Сирии, а похоже на то, что там приступают уже к завершающей стадии. Вот. Единственное, что как в этой коалиции будет выглядеть Россия, и кто будет восстанавливать разрушенную Сирию, и что там будет происходить. Понимаете? Но это тоже вопрос, конечно, интересный. Я все-таки хотел бы, знаете, чтобы мы вернулись, так сказать, вот на нашу территорию. Скажите, пожалуйста, Станислав, как вы считаете, вот те обстоятельства, которые сейчас складываются вокруг Абхазии в связи с произошедшим конфликтом, он как-то отразится на наших связях с диаспорой? Но уже отражается, насколько я знаю, очень многие встревожены, кого-то там не пропускают, пускаются, возникли вот с транспортом тоже проблемы, я знаю. Вот прежде всего надо этот вопрос решать. Мы можем вообще вот из-за нерешенности этой проблемы растерять вообще все то, что хоть как-то было сделано по связи вы знаете, с диаспорой. это вот нужно, допустим, нашему президенту говорить уже на какие-то темы и с президентом Российской Федерации тоже. Не надо стесняться ставить. У нас есть животрепещущие вопросы, их надо решать, а на другом уровне, я думаю, это невозможно будет все рассмотреть. И не только, в общем-то, ему. Мне кажется, что более активно должны себя вести и МИД, и другие структуры. У нас и парламент, наш парламент, контакты должны быть. Надо, наверное, объяснять и Федеральному собранию Российской Федерации, Совету Федерации, Государственной Думе. Должны быть какие-то делегации депутатские, думаю, серьезные. Пока просто все-таки выжидают, когда вот эта военная фаза, может, пойдет на нет, и когда уже будет виден, по крайней мере, вот, насколько обозрим санкционный режим, может быть, об этом хотят, насколько глубина этого санкционного режима. Мне кажется, все-таки самое главное, чтобы мы не метались
И мы, слава богу, не мечемся в смысле ориентации, где мы находимся, кто наши союзники, кто наши не союзники. Это ясно, но у нас есть тоже свои кровные интересы, которые мы хотим, чтобы их тоже как-то уважали, учитывали во всяком случае. Но я помню, когда у нас ситуация была вообще труба, вот как вы говорите, блокада и так далее, Владислав Григорьевич посылал неоднократно нас, я был несколько раз и руководителем делегации был на встречах с депутатами Государственной Думы, и со всеми мы говорили, со всеми общались там. И это находило, кстати говоря, поддержку и отклики. Нужно как-то, в общем, находить какие-то... У нас посольство есть, в конце концов, в Москве. Они тоже должны знать ситуацию здесь. Наверное, неплохо было бы приехать сюда, посмотреть, изучить вместе с нашим МИДом. Есть у нас представитель в Турции, который мог бы и там как-то прозондировать, наверное, какую-то... Я об этом говорю, хотя мне кажется, что все это, может быть, и делается. Мы можем быть не в курсе. Вообще, знаете, очень многие, многие какие-то дипломатические, наверное, действия происходят. И по этому поводу, конечно, у нас нет информации, но, наверное, что-то происходит. Другое дело, что я с Ибрагимом хочу согласиться относительно того, что эта конфронтация, которая сейчас угрожает нам, так сказать, непредсказуемыми последствиями, когда она более-менее определится уже, и та борьба, которая ведется сейчас с ИГИЛ и с террористами, как-то будет уже в завершающей стадии, тогда уже можно будет говорить, наверное, о том, как дальше уже выстраивать все то, что было разрушено в связи с этим трагическим инцидентом. Я бы хотел у вас просто спросить, знаете, в завершении нашей беседы, как вы представляете себе, какая перспектива вообще в ближайшее время нас ожидает в международном смысле, в экономическом смысле? К чему мы должны быть готовы и что мы должны предпринять, скажем так? Мы должны быть готовы ко многому, конечно. Мы уже говорили о том, что у нас есть договор с Российской Федерацией. Естественно, мы и союзники, и партнеры. Хотя, может быть, и Россия слишком большое государство, огромная страна. Я все же надеюсь на то, что все то, что происходит в последнее время, что в течение нескольких месяцев, я думаю, это все успокоится. У меня такое чувство. Что все это успокоится, но все равно будет довольно сложно, наверное, восстанавливать отношения. А если произойдет, извините меня, никто не застрахован. Раз уж шаг был такой сделан, то может быть все. Если появится несколько государств в Турции, хотя не очень-то в это верится, но все может быть, знаете. Это уже очень большие проблемы. Я имею в виду, что все равно к какому-то результату мы должны прийти. К какому-то результату. А результат может быть именно такого рода. И как там поддержат, я не знаю, насколько мы будем дальше координировать свои действия, не координировать. Я думаю, что очень многое будет упираться в том, какой будет новая Сирия. Что будет в новой Сирии, кто будет доминировать. Сохранятся-то там, допустим, российские базы, что будет в итоге с нефтепроводом, что будет Россия дальше делать, понимаете? Каковы будут отношения наши с Ираном далее, когда Иран начнет поставлять нефть. То есть тоже довольно много вопросов, много проблем. Вообще-то ситуация, этот кризис и в регионе, он показал, насколько быть все-таки ответственным, насколько ответственное существование в статусе государства, в статусе союзника. Это тоже не только несет блага какие-то, но оно несет какую-то ответственность. И очень важно тут мыслить государственно. И я, честно говоря, хочу вернуться к тому, с чего мы начали. К нашим опасениям. Не то, что спокойствие, а выдержанность, которая даже в соцсетях, которая обычно буйствует по любому способу, может быть, мне так кажется, говорит о том, что есть какое-то это понимание сложности, понимание геополитической сложности
и так далее, и так далее. И это тот случай, когда можно, наверное, такой маленький плюс в этих огромных минусах, которые вокруг плодятся чуть ли не каждый день. Ну, на этом театре вообще-то вот, политических действий сейчас, конечно, обострилась очень ситуация, и Абхазия в силу своего вот, положения, и географического в том числе, она, конечно, находится в сложной ситуации. Это надо признать, и нужно быть готовым к тем вызовам, которые вот происходят из не по нашей того, вине, что, часто. Да, не по нашей вине, что происходит на театре российско-турецких отношений. Ну, кстати говоря, мы видим, что и в Грузии какое-то непонятное тоже напряжение, такое затишье, в общем, понимаете. Ведь не дай бог, если что-то, в общем, проявится дальше, то всех коснется. Политическая география, она очень сильно изменится, поменяется. Ну, мы должны на оптимистической ноте вообще-то как-то закончить. Ну, естественно, вот мы заканчиваем на оптимистической ноте, и я все же надеюсь, что несколько месяцев и острый кризис в его острой фазе, он уляжется, утрясется, а дальше уже на холодную голову, наверное, политики будут решать, как жить. Да, вы совершенно верно сказали, очень точно, что многое будет зависеть от того, как уладится ситуация в Сирии и какой расклад там, так сказать, будет существовать. Но я еще хотел сказать о том, что у России просто не было другого выхода. Да. У России не было другого выбора. И это, кстати, в Абхазии понимают все. В Абхазии понимают очень хорошо это. И в этом отношении, конечно, Российскую Федерацию мы не можем не поддерживать. И Россия в очередной раз, она, в общем-то, доказала там, что она большая держава, великая держава, которая может решать вопросы стратегического характера. Нашим телезрителям напомню, что у нас сегодня в гостях был Станислав Лакоба, историк, в недавнем прошлом секретарь Совбеза, очень хорошо знаком с теми всеми опасениями, теми вызовами, которые постоянно существуют вот, вокруг Абхазии. Огромное спасибо вам, что вы согласились прийти к нам, поговорить на эту животрепещущую тему. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Всего доброго, до свидания, будьте здоровы.